بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شهر رمضان شهر كريم وعظيم. Величайший месяц Рамадан наступил, дорогие мусульмане, и стремительно идет, и мы, как верующие, и мы, как те, которые хотим быть из покорных рабов Аллаха, должны в этом месяце найти благо и баракат. Как сказали ученые, шахру таати валь иктисаб, то есть месяц соблюдения, покорности и добывания благ для той и вечной жизни. У многих есть вопрос, как соблюдать Рамадан и что делать, как поступать и как приобретать много благ, как в этом мире, так и для той вечной жизни. Ответ очень прост. Если мы посмотрим на жизнь пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников, мы найдем ответ их жизни, их соблюдений, а также, конечно же, описание этого в общем в Коране и с разъяснением в хадисах пророка, алейхиссалату вассалям. Это месяц, вознаграждение в котором, без сомнения, возвеличено и дается больше, чем остальные месяцы, которые являются необязательными для поста. В этот месяц, как известно, есть определенные дни, которые выделены, такие как первые 10 дней, потом следующие 10 дней и уже последний третий десяток, уже к 30 или 29 дню конца Рамадана. Выделены они тем, что первые 10 дней – это милость от Всевышнего. Вторые 10-дневки идут уже это прощение Аллахом грехов. И третье, уже последние 10 дней – это ограждение Аллахом верующих от пребывания в аду. То есть Аллах ограждает от пребывания в аду. В эти прекрасные дни нам необходимо заняться в первую очередь обязательным, так как никогда не встанет наравне или выше по уровню с вознаграждением или величием у Всевышнего желательное с обязательным. Обязательное всегда выше. Это упомянуто и в Коране, а также в хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, что в первую очередь нужно выполнять то, что Аллах обязал. Это пятикратная молитва, это соблюдение поста, это уплачивание заката. Если есть возможность поехать в умру, то есть именно в Рамадан некоторые едут на 2 недели, некоторые на 10 дней, поехать в умру и провести в этих прекрасных местах, Мекке и в Медине, последние 10 дней или же другие дни в Рамадан. То есть выполнить обязательства, которые мы перечислили. Конечно, туда же входит это получение религиозных знаний. Не сравнится ни с чем из того, что мы соблюдаем, то есть как зикр и остальные виды соблюдения желательно, не сравнятся с получением обязательных знаний. Пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе Аль-Бухари, в один день зашел в свою мечеть, Аль-Масджид Аль-Набави, и увидел 2 группы людей по разные стороны. Одна группа людей восхваляла Аллаха, читала зикр. Это был халака, то есть это они сели кругом и сидели, читали зикр. Вторая группа, она получала знания. То есть это закарун аль-халал валь-харам. Передавали знания, что харам, что халяль, обязательные, как верить Аллаха, как верить пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк посмотрел на 2 группы и сказал: киля аль-фиркатайн аль-хайр. Обе группы на благе. То есть обе группы занимаются благим делом у Всевышнего. Валякин хази аль-фирка афдаль. Но вот эта группа, которая занимается знанием, она лучше. И сел рядом с ними и продолжил вместе с ними передавать знания им. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, указал, что это оба благих дела, но лучше получение знаний, так как знание – это самое необходимое, что нужно для человека. Мы советуем также читать Коран. Если есть возможность весь Коран прочитать за весь месяц Рамадан, если есть возможность прочитать и более одного раза, но хотя бы один раз прочитать за весь месяц Рамадан весь Коран Аль-Карим.
Также это получение изречений пророка, алейхиссалату вассалам, и передавание их. То есть акцент сделать именно на Коран и на хадисы, так как знания, мы упомянули их много, есть различные виды знания в исламе, но особенно уделить внимание Корану и сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Также мы советуем, естественно, ограждать себя не только от того, чтобы съесть или выпить что-либо, а также, как сказал Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, что пост – это не только ограждение от пищи и питья, это также ограждение от того, чтобы много разговаривать, проводить просто так время, тратить время впустую и тому подобное. Ограждать себя от этого, то есть использовать свое время во благо максимально. Мы уже не говорим о хараме. То есть Рамадан, пост – это ограждение от всего плохого. Не только просто от разговорной речи, или же от еды, от пищи или питья, от всего плохого, от всего харамного, как взглядом, так и слухом не слушать отвратительное или харамное. Также язык, а также руки, ноги и остальные органы, которые мы должны и обязаны ограждать от всего запретного. Также мы советуем в Рамадан проводить ночи в соблюдении, то есть это называется кияму лейл или ихьяу лаял. Это оживление ночей, выстаивание ночей. Максимально после иша намаза выполнять максимальные ракааты сунны, так как такие намазы, как таравих, витр, а также если чуть отдохнуть и встать, это будет уже намазы тахаджуд, то есть это намазы, в которых человек уже тщательно трудится, и это уже в треть ночи. То есть если разделить ночь на 3 части, последняя часть ночи, третья, является временем тахаджуд. Также мы советуем постоянно восхвалять Аллаха зикром и читать пророку, алейхиссалату вассалам, различные салаваты, их очень много салаватов есть, и именно направленных в различные формы, в различные произношения, и различные блага и баракат от них есть для верующего, тот, кто читает ради Аллаха эти салаваты. Также мы советуем особенно сделать акцент на последние 10 ночей, так как Аиша, радийаллаху анха, сказала, что в основном мы делали акцент для того, чтобы застать лейлатул кадр, эту величественную, эту великую ночь, которую называют ночь предопределения, в значении, что Аллах дает знать на год вперед, что будут происходить, какие события ангелам, то эта великая, величественная ночь, она в основном ее видели в последние 10 ночей. Последние 10 ночей, то есть это уже после 20-й ночи, с 21 и по 30 день, в эти ночи особенно, так как сказали ученые, в основном видели или 24-ю ночь, или 27-ю, или 29-ю. В эти 3 ночи в основном видели в Рамадан эту прекрасную великую ночь, лейлатул кадр, в которой принимается дуа. Ученые сказали, что если ты эту ночь застал, увидел или нет, но застал, читал дуа, эта дуа будет принята Всевышним Аллахом. В эту ночь соблюдения, оно лучше и величественнее, чем соблюдение в другие месяцы, если эти месяцы даже достигают 1000 ночей, 1000 месяцев. То есть в эту ночь, если человек соблюдал с искренним намерением ради Аллаха, с иманом, это для него величественнее и лучше по ибаде, чем 1000 месяцев, другие месяцы вне Рамадана. То есть настолько величественная ночь, лейлатул кадр, и у нее есть свои прекрасные признаки. Ученые сказали, или человек увидит ангелов, или увидит поклоняющиеся деревья, или увидит необычный особенный свет, или будут особенные ощущения, которые отличаются от других ночей вне эту ночь лейлатул кадр. Поэтому мы советуем максимально отдаться соблюдению, максимально отдаться покорности Аллаху. Некоторые мусульмане специально берут в году именно месяц Рамадан, отпуск для того, чтобы именно заниматься соблюдением. Очень много мусульман, особенно мужчин, они делают и'тикаф аль-масджид. Что такое и'тикаф аль-масджид? Это иметь намерение пребывать в мечети, с намерением оставаться там, и просто пребывание их в мечети тоже является ибадой. То есть, если человек заходит в мечеть
Если он намерился находиться там, даже если несколько минут, а то и несколько дней, заходит в мечеть с намерением иатикафа, просто то, что он там присутствует и находится, уже есть вознаграждение, даже если он ничего не делает. То есть не восхваляет Аллаха, не читает, не выполняет намаз, не делает дуа. Просто зашел и находится, уже этому человеку есть вознаграждение. За что? За пребывание в нем. Иатикаф аль-масджид. Поэтому, дорогие мусульмане, это месяц иктисаба, это месяц добывания много благ в этом мире и в той вечной жизни. И я также хочу дать очень хороший совет великих ученых салафов. Они говорили: постарайся хотя бы исправить в себе один недостаток и приобрести что-то хорошее, хотя бы один. Иначе, если ты не исправишься и не изменишься, и мы боимся, что будет указывать на то, что ты отдален от милости Аллаха Всевышнего. Поэтому нужно приобретать, дорогие мусульмане, больше щедрости, больше милосердия, больше братства, больше мягкости, больше свободы, больше того, чтобы мы чувствовали в себе, в сердце покорность Аллаху. Мы чувствовали в себе, что мы полноценные рабы Аллаха, шли к этому, стремились и достигли этой великой цели, великого статуса, быть полноценным Абдуллах Камиль, полноценным рабом Аллаха Всевышнего. Советую и желаю каждому из нас приобрести эти блага в этом году, в этот прекрасный месяц Рамадан. Акулу хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.